Добрый день, участники университетских суббот БГПУ имени Акмуллы, уважаемые абитуриенты, их родители, преподаватели, учителя. Вас сегодня приветствует Трофимова Екатерина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры профессионального и социального образования Института педагогики БГПУ имени Акмуллы. Итак, уважаемые выпускники, вы сейчас стоите на пороге большого выбора жизненного, куда вам пойти, как определиться со своей будущей профессией, с будущей специальностью. В школе вам все было понятно и знакомо. Учителя, предметы, которые были определены вашей программой. В ВУЗе все будет немножко по-другому. Предметы, которые вы будете изучать, они, наверное, немножко не похожи на те, которые вы изучали в школе. Конечно, у вас будет традиционная философия, история, русский язык, безопасность жизнедеятельности. Это традиционная дисциплина, но каждый факультет, каждая специальность отличается набором уникальных дисциплин, которые готовят к профессиональной деятельности в той или иной сфере. Так вот, если ваша сфера деятельности человек-человек, и вы хотите стать педагогом, психологом, социальным работником, то я предлагаю вам познакомиться с одним очень интересным предметом, который вы будете изучать в нашем институте. Кстати, этот предмет изучают в одном единственном вузе в мире. Это Гарвардский университет. Поэтому выбирайте Гарвард или БГПУ. Знаете ли вы о том, что существует такая наука, как феликсология? Наверное, нет. И не удивляйтесь, немногие знают о существовании этой науки. Феликс в переводе с латинского означает «счастливый». Значит, феликсология – это наука о счастье. Именно эту науку изучают будущие социальные педагоги на направлении психологии и социальная педагогика в Институте педагогики. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора очень конкретная – счастье как ресурс человеческой жизни. И основные вопросы, которые я хочу сегодня осветить для вас, это следующие. Что такое счастье? Где располагается счастье? Как узнать, счастлив человек или нет? Можно ли измерить счастье? Есть ли рецепт счастья? И можно ли научиться счастливым и развить в себе способность быть счастливым? Итак, что же такое счастье? Счастье – это интересное, многостороннее явление, которое изучается психологами, изучается философами, изучается социологами, педагогами. И позиция наша, педагогическая, состоит в том, что только счастливый учитель, счастливый педагог, счастливый психолог сможет подарить счастье своим ученикам. И напротив, несчастный педагог может сделать несчастными очень много поколений людей. Так вот, я считаю, что счастье – это не просто понятие, не просто категория житейская, обыденная, это необходимая профессиональная компетенция, которой может овладеть педагог и психолог. Итак, поговорим, что же такое счастье. Счастье можно рассматривать с разных позиций, как я уже сказала, с философской, с психологической, социальной. С философской позиции счастье означает отражение, оценочное отношение человека к жизни как таковой и к проживаемой собственной жизни, индивидуальной жизни в частности. Сенека говорил, что человек, который думает только о себе и ищет во всем свою выгоду, не может стать счастливым. Хочешь жить для себя, живи для других. Посмотрите, да, вот каждый из философов, будь то направление Греция, будь то направление Востока, или Средневековье, или Древний Рим, Древняя Греция, современное время, по-разному раскрывают эти грани счастья. Вот в этом определении Сенеки мы видим, что счастливым человек способен быть лишь тогда, когда он щедр, когда он отдает, когда он дарит ощущение счастья, радости другим людям. Действительно, индивидуальное счастье, оно кратковременно, но счастье, которое ты приносишь другим людям, оно очень долговечно. Еще одна интересная цитата. Бертран Рассел сказал: «Из беседы с ученым мужем я всякий раз делаю вывод, что счастье нам не дано, но когда же я говорю с садовником, то убеждаюсь в обратном». Посмотрите, очень интересная и глубокая фраза, которая говорит нам о том, что если мы изучаем счастье, его препарируем, очень долго размышляем над ним, то оно каким-то волшебным образом улетучивается. И напротив, если мы говорим с простыми людьми, которые радуются простым вещам,
счастье становится ближе. То есть поиски счастья, если мы свою жизнь превратим в погоню за счастьем, мы будем очень далеки от этого состояния. И напротив, когда мы будем просто жить, радоваться жизни, исполнять свой долг, выращивать цветы, выращивать овощи, растить детей, создавать семью, мы, напротив, быстрее и обретем это состояние счастья. С точки зрения психологии, одним из направлений психологии, которые очень подробно изучает тему счастья, является позитивная психология. И зародилось это направление сравнительно недавно, 50-60 лет назад. Основателем психологии счастья, позитивной психологии является Марк Аргайл. Далее можно увидеть, кто же внес свой вклад в изучение психологии счастья. Конечно же, это Мартин Селигман. Это Насрат Пезешкиан, который впервые открыл такое направление, как психотерапия счастьем. И вот тот самый профессор Гарвардского университета Бен Шахартал, который преподает эту науку студентам Гарвардского университета, и его замечательная книжка «Научиться быть счастливым». Попробуйте зайти в магазин, в книжный, и поищите книги, если вы никогда не читали ничего на тему счастья. Этих книг достаточно много в разделе «Психология», и вы увидите, насколько интересны взгляды, насколько они отличаются, может быть, в чем-то и похожи. Но более подробно мы будем изучать с вами уже в институте. Счастье можно изучать не только с позиции философии, с позиции психологии. Социологи тоже заинтересовались этим вопросом. И уже на протяжении многих лет проводится большой опрос, исследуется большой массив людей и выясняется, какая же страна является наиболее счастливой. Перед вами рейтинг стран по данным 2020 года. Итак, самая счастливая страна, самые счастливые люди живут в Финляндии, в Дании, в Швейцарии, в Исландии, в Норвегии, в Нидерландах и в Швеции. Специальная комиссия создает такой рейтинг. И как вы думаете, какие показатели используют здесь? Конечно, это благополучие жизни, это экономические факторы, это доступность образования, медицины, стабильность финансовой системы, стабильность политической системы, уверенность населения этих стран в завтрашнем дне. То есть очень высокое качество жизни, хорошая экология, социальные гарантии, которые действуют и для людей, потерявших работу, и для людей, которые выходят на пенсии. То есть вот эти страны, они по опросам населения являются самыми счастливыми. Ну, к сожалению, России в этом списке нет. Итак, феликсология – это наука о счастье. Что же нам говорят исследования? Посмотрите. Счастье. Очень многие думают, что счастье – это какой-то выигрыш, это какая-то удача, это лотерейный билет, который достается не всем. Но на самом деле исследования говорят о том, что 50% заложено в нас природой. Это определенные гены счастья, это определенный уровень гормонов, эндорфина, серотонина, которые присутствуют у нас в крови. Да, это, скажем так, свойства нашей нервной системы, это оптимистический взгляд на мир, который мы действительно получаем при рождении. Это 50%. Дальше 10% способности быть счастливым определяется тем, где мы живем, каково наше социальное окружение. Живем мы действительно в Дании, Швеции или Финляндии, или мы живем в России или в какой-то другой стране. Но это всего лишь 10%. И посмотрите, 40% это то, что человек может наработать сам. На самом деле Мартин Селигман говорил о том, что существуют мышцы счастья, которые можно наработать. Это определенный образ мышления, это определенный образ действий, который человек способен привнести в свою жизнь и стать более счастливым. Так вот, посмотрите, когда говорят действительно, что счастье человека в его руках, это так и есть, это доказывают исследования ученых. Счастье – это отношение к жизни как таковой и к собственной индивидуальной жизни в частности. Это состояние гармонии, радости, которое человек испытывает здесь и сейчас, чувство наполненности, удовлетворенности результатами своего труда и своей деятельности. Вот посмотрите, действительно, это очень емкое определение счастья, где очень много составляющих. Во-первых, на что мы обращаем внимание? Что счастье – это состояние гармонии и радости.
Счастье – это не обязательно состояние удовольствия, не обязательно состояние эйфории. Действительно, понятию счастья ближе состояние гармонии и покоя и спокойствия. Надо понимать, что счастливый человек – это не тот человек, который избавлен от несчастья, у которого жизненный путь усыпан розами. Нет, напротив, счастливый человек, он проходит много испытаний на своем пути, но он имеет такую точку зрения, которая позволяет ему даже в сложные периоды жизни оставаться на высоте и не падать в состояние депрессии, разочарования, страха. Да, счастливый человек может испытывать разные эмоции, но он не залипает на этих эмоциях, он не попадает в эти эмоции. Можно действительно погневаться, можно погрустить, можно быть разочарованным, но недолго. И каждую неудачу счастливый человек обращает в свою удачу, обращает в выигрыш, обращает в ту сторону, которая поднимает его над ситуацией. И у него позиция такая, что все, что не делается, все к лучшему. Это позиция счастливого человека, позиция оптимистичного человека. Посмотрите, еще очень интересное явление мы можем наблюдать вот в этом определении. То, что счастье – это состояние здесь и сейчас. То есть очень многие люди понятие счастья откладывают на завтра, откладывают на потом или вспоминают о счастливых моментах своей жизни, которые уже давно прошли. Но на самом деле счастье не может быть завтрашним или вчерашним. Счастье всегда это состояние здесь и сейчас. И если мы умеем в каждом моменте нашей жизни найти что-то удивительное, интересное, радостное, волнующее нас, дающее позитивные краски жизни, значит, мы обладаем вот этим самым рецептом или секретом счастья – быть счастливым. На самом деле для счастья не нужно много причин, не нужно много денег, не нужно быть ребенком состоятельных родителей и так далее. Хотя это, конечно, тоже приятные моменты, но это, вспомните по формуле, это всего лишь 10% счастья. Остальное – это то, как мы относимся к жизни. Поэтому можно сказать, что счастье – это отношение к жизни. Как мы относимся к жизни, какую жизнь мы хотим, как мы на нее смотрим. На самом деле, если посмотреть глубоко, мир, он достаточно нейтрален. События нашей жизни, они просто есть. Да? И радостные, и счастливые, и трагические, и печальные. Но как мы воспринимаем их, как мы их трактуем, как мы их интерпретируем, это как раз то, что делает нас либо счастливым, либо несчастным. Ну вот посмотрите, например, да, за окном сегодня не очень хорошая погода. Ветрено, морозно, да, несмотря на то, что уже начало марта. Но увидеть вот за этой, может быть, не очень хорошей погодой что-то позитивное мы вполне можем, да? Так, состояние счастья – это состояние здесь и сейчас. Чтобы погрузиться в это состояние, достаточно просто закрыть глаза, послушать свое дыхание и попытаться ощутить, где эта теплота, где эти бабочки, которые щекотят нас, где это состояние улыбки, которая внутри нас присутствует. Попробуйте закрыть глаза и ощутить, чему вы можете порадоваться здесь и сейчас, чему вы можете сказать спасибо в своей жизни. Итак, следующим вопросом будет вопрос, а где же располагается счастье? Ну, наверное, наши предыдущие размышления дают нам право ответить на вопрос таким образом, что счастье бесполезно искать где-то вне человека. Счастье располагается внутри нас, в нашем сердце, в нашей душе, в наших мыслях. И поэтому ответственность за свою счастливую жизнь мы берем сами на себя. Но в то же время нужно понимать, что вот это состояние счастья, и если будем говорить о педагогике счастья, агенты счастья в разном возрасте, они, конечно, разные. Одно дело счастливый ребенок, другое дело счастливый подросток или юноша, третье – это счастливый взрослый человек или счастливая бабушка или дедушка. Да? Так вот, исследования говорят о том, что в детстве мы испытываем радость без причин. Ребенок проснулся,
Увидел маму, ее улыбку, увидел вокруг себя игрушки любимые, и он уже счастлив. А с возрастом, в юности, нам важно быть вовлеченным в какие-то общие процессы, быть причастным к какой-то общей коллективной деятельности. Да? То есть мы получаем удовольствие от сопричастности, от вовлеченности, от общения с другими людьми. В зрелом возрасте мы получаем особое удовольствие, испытываем счастье от достижения определенных результатов в семейной жизни, в работе, в карьере, в постижении этого мира. И в старости мы вновь начинаем испытывать удовольствие от безмятежного существования, когда нет особых каких-то волнений в жизни человека. То есть это формула, когда отсутствие несчастья – это уже и есть счастье. То есть вот человек в своем жизненном пути, он проходит разные этапы постижения этого счастливого состояния. Но состояние ребенка и состояние старика, да, они, наверное, самые такие вот близкие. То есть счастье без причин. Но в детском возрасте это как бы, да, вот такое генетически обусловленное состояние. Ребенок еще пока ничего не сделал, то есть он живет на этих, как бы, да, вот 50% счастья, которые дают ему родители, дают ему природа, гены. А пожилой человек – это уже состояние мудрости, да, когда вот то же самое, эта безмятежность, она приходит с возрастом, когда человек философически смотрит на эту жизнь и спокойно относятся к каким-то социальным неудобствам, неурядицам, да, а больше ценит именно жизнь во всех ее проявлениях. Как узнать, счастлив человек или нет? Ну, если вы посмотрите на окружающих людей, даже просто идя по улице или наблюдая в транспорте за кем-то, или в класс вы пришли, в школе идете на перемене, вы однозначно увидите счастливых и несчастливых людей. Потому что, хотя мы говорим, что счастье – это индивидуальное состояние, только сам человек знает, счастлив он или нет, но тем не менее счастье, оно всегда будет проявляться во внешнем облике человека. Ну давайте подумаем, счастливый человек, он какой? По каким признакам мы можем определить, счастлив человек или нет? Ну, наверное, не зря говорят, что глаза – это зеркало души, да, поэтому, конечно, по глазам человека. У счастливого человека всегда будет открытый взгляд, у него будут лучиться глаза, они будут излучать доброту, открытость, благодарность, да, возможно. Его позы также будут открыты. Это ладони, это наклоненное вперед, устремленное тело, это в поведении будет обязательно отражаться, да, что человек, который всегда готов помочь. Человек, который не злится, человек, который не раздражается, человек, который всегда находится в состоянии благодарности, да, и отдавания. Поэтому действительно внешне мы с вами все это можем увидеть. Вот посмотрите на слайде, вы однозначно определите людей счастливых и несчастливых. Чем же измеряется счастье? Действительно, возможно ли измерить счастье, или это что-то такое эфемерное, не поддающееся никакому измерению? И много счастья или мало? Вот вопрос измерения, он тоже достаточно интересный. И здесь есть много таких вот поэтических сравнений, да, то есть песня, например, «3 счастливых дня было у меня». Всего 3 счастливых дня в жизни человека, да, или говорят, что счастье, оно измеряется крупицами, или счастье это подобно синей птице, да, то есть если мы его посадим в клетку, оно тут же исчезает, то есть невозможно его как бы задержать, удержать, измерить, то есть это что-то такое, ну скажем так, мгновение в нашей жизни можно назвать счастливыми. То есть можно сказать, да, что счастье измеряется такими мгновениями. С другой стороны, посмотрите, был римский поэт Овидий, который говорил о том, что счастливым или несчастливым человека нельзя признать раньше его кончины. То есть счастье – это не просто вот как бы яркие моменты, счастливые моменты в человеческой жизни, но это и аккордная оценка жизни человека, то есть результат всей его деятельности. И поэтому, если мы говорим об аккордной оценке жизни человека, то счастье, наверное, измеряется теми добрыми делами, которые человек сделал, теми поступками, которыми он совершил, да, теми словами, которые он говорил, теми улыбками, которыми он одаривал окружающих людей, да, теми целями, которыми он
которых он достиг. Поэтому вот смотрите, здесь тоже в зависимости от того, на какой позиции мы с вами стоим, на какой ступеньке раскрытия вот этой интересной, этого состояния своей души мы находимся, в зависимости от этого инструменты измерения счастья, да, они будут разные. Давайте проведем такой небольшой эксперимент. Закройте глаза и представьте, что у вас в руках бокал, красивый хрустальный бокал с вашим любимым напитком. Но этого напитка там ровно половину. Поймайте себя, какую эмоцию вы сейчас испытали. Вы огорчились, что стакан наполовину пуст? Или обрадовались, что он еще наполовину полон? Спасибо. Итак, вот по этой простой методике на самом деле можно определить, являетесь вы оптимистом, да, или пессимистом. На самом деле стакан объективно налит наполовину, но один человек будет радоваться тому, что там еще половина его любимого напитка, а другой опечалится от того, что там уже всего лишь половина напитка. Поэтому этот вот такой простой эксперимент еще раз доказывает, что счастье – это отношение к жизни, это отношение к событиям и наша интерпретация тех или иных событий. А ступени счастья. Действительно, в постижении счастья существуют определенные ступени. Мы с вами сказали в основном тенденции возрастные, но есть всегда, помимо возрастных, еще индивидуальные прохождения вот этих ступеней счастья. И первая ступень счастья – это счастье бытия. Первая, самая главная ступень, когда мы начинаем воспринимать жизнь как подарок, жизнь как праздник, жизнь как приключение, и когда самые простые события нашей жизни способны вызвать у нас положительные эмоции. Мы с утра просыпаемся, видим солнце и радуемся этому. Мы выпили чашку теплого чая или горячего молока, съели конфетку Рафаэлло, да, и мы от этого счастливы. Нас подошла, поцеловала мама, пожелала нам доброго утра, и мы счастливы. То есть самые простые события жизни, которые происходят ежедневно, но которые мы не замечаем, что действительно мы обладаем ими. У нас есть счастье видеть, слышать, осязать, ощущать этот мир, самого себя и людей вокруг. Это первая и базовая ступень счастья. Вот если мы встали на эту ступенечку, значит дальше мы будем двигаться еще выше, но она базовая. Следующая ступень счастья – это счастье бытования. Да, человек в этом материальном мире не может обойтись без еды, пищи, крова, одежды. Он должен зарабатывать деньги, чтобы все это себе обеспечить. И поэтому счастье бытования – это счастье обеспечения наших витальных потребностей, жизненных потребностей. Если мы долго не ели, мы, наверное, не очень счастливы, но если мы съели с вами пирожок, нам как-то стало хорошо уже, да, там, или бутерброд. Но посмотрите, вот на этой ступени удовлетворения витальных жизненных потребностей счастье не становится больше с увеличением вот этих агентов счастья. То есть, съев 5 пирожков, мы не станем в 5 раз счастливее. Да? Напротив, нам станет плохо, мы будем ощущать тяжесть, нас будет клонить в сон, и никакой энергии, никакой радости мы не получим от этого. То же самое, например, если у нас не было какого-то красивого наряда, мы стремились его себе приобрести, купить, да, купили, мы радуемся, мы оделись, но потом, если у нас стало 5 пар сапог или 6 пар джинс, у нас проблема. Да, с чем одеть, с чем сочетать, теперь куда-то нужно пойти и так далее. То есть, посмотрите, вот здесь нужно понимать, да, что вот с этой ступени, да, она, конечно, такая ощутимая, радостная, но с нее надо быстренько уходить, потому что счастье вот в этом мире вещей, оно недолговечно. И здесь, ну, как бы, да, наступает очень часто пресыщение, и напротив, мы начинаем заваливаться в сторону несчастья. Кстати, нужно отметить, что вообще счастье и несчастье – это две стороны одной медали. Да? Вот счастливый человек, он умеет переворачивать эту медаль счастливой стороной к себе. Да? Несчастливый, он все время видит просто обратную сторону этого счастья. И вот на этой ступени счастья бытования как раз по мере увеличения вот этих вот благ материальных, да, как раз наше счастье очень легко переворачивается вот этой обратной стороной к нам.
Следующая ступенечка счастья – это счастье общения. Это счастье, которое мы получаем от общения с семьей, с друзьями, с любимыми нашими людьми, с коллегами по работе, по учебе, с сокурсниками и так далее. Да? Действительно, это счастье, оно уже не материальное, оно духовное, и радость любви, дружбы, создания семьи, конечно, сюда мы все стремимся, и это очень такая хорошая, прочная ступень, она достаточно прочный фундамент счастья создает у человека. Есть еще следующая ступень, четвертая ступень, это счастье творчества, когда мы своими руками создаем то, чего не было на этой земле. Это не обязательно может быть шедевр, да, мирового масштаба. Это может быть прекрасно приготовленный ужин, это может быть, не знаю, огромная выращенная там капуста, да, или прекрасно написанное сочинение, или урок, который мы провели, и после него мы чувствуем, что мы приобрели, и дети наши приобрели, да. То есть это счастье творчества, и, конечно же, от результатов этого творчества у нас вырастают крылья, и мы чувствуем себя счастливыми. Есть еще пятая ступень, она называется счастье преобразования, счастье самореализации. То есть когда человек достигает таких высот, что он может сказать, что я свою жизнь прожил не зря, я добился того, чего хотел, то есть это как бы, да, достижение миссии своей на Земле. Но, к сожалению, на этой ступеньке не так много людей. Не все даже понимают, что к этому нужно стремиться. Очень много людей застревают вот на второй ступеньке, многие доходят до третьей, иногда поднимаются на четвертую, но вот до этой пятой ступени доходят не все. Так что мест на вершине много, она свободна, дерзайте. Ну, теперь смотрите, мы переходим уже к вопросу о том, а можно ли научиться счастью, можно ли прокачать эти мышцы счастья. Вот сейчас я вам предлагаю посмотреть на этот чек-лист, он очень такой наглядный, простой, но в то же время, если разбирать с психологической точки зрения, здесь все законы, все каноны, все правила соблюдены. Верь в чудеса – очень хороший рецепт. Действительно, счастливый человек, он немножко такой, да, вот, кажется чудаковатый, он немножко смотрит на мир через розовые очки. Но это и хорошо. Верьте в чудеса, верьте, что ваша жизнь – это удивительное приключение, и она такой станет. Делай то, что нравится. Действительно, счастливый человек, он не оглядывается на то, что скажут, что подумают о нем другие люди, потому что внутри у него есть уверенность, что он достоин счастья, и он способен свою жизнь и жизнь других людей сделать счастливыми. Люби свою работу, люби свою учебу или люби то, чем ты занимаешься. Действительно, да, есть очень популярная формула, что если ты будешь любить то дело, которым ты занимаешься, тебе не придется работать ни одного дня. Да? Поэтому найти работу, которая соответствует твоему призванию, которая соответствует твоей душе, это очень важно. Ищите, вы как раз стоите на пороге этого выбора. Верь в себя. Тоже очень хорошее напутствие. Счастливый человек, он действительно верит в себя, он доверяет голосу своей интуиции, и он счастливым образом оказывается в нужное время, в нужном месте. Просто потому, что его внутренний мир настроен на это. И он держит фокус внимания именно на счастливых событиях своей жизни, а несчастья, они каким-то чудесным образом проходят мимо него. Радуйся жизни. Радуйся каждому моменту этой жизни. Находи счастливые моменты в каждом дне. Не приурочивай свою жизнь каким-то большим датам, поворотным, да, счастливым моментом. То есть вот завтра я начну радоваться, завтра будет самый необычный, самый счастливый день моей жизни. Подходи утром к зеркалу и говори: сегодня самый счастливый день моей жизни. И делай так каждый день. Читай книги, действительно читай книги, потому что в книгах содержится большая мудрость, большие знания. Чем больше ты будешь читать, тем шире будет твой кругозор, шире твое мировоззрение, и ты обретешь вот ту самую философическую позицию, которая позволит тебе иметь вот этот взгляд на мир. Занимайся спортом. Действительно, движение, оно помогает войти вот в это ресурсное состояние счастливое. Смотрите, эмоции и тело человека, они взаимосвязаны.
И если у нас что-то не ладится с настроением, мы испытываем грусть, печаль, разочарование, устали, что нужно сделать? Нужно просто выпрямить плечи, нужно поднять руки вверх, нужно просто улыбнуться. И даже искусственная улыбка способна совершенно по-другому запустить все наши гормональные процессы в организме. Поэтому движение – это жизнь, движение – это счастье. Танцуй, двигайся, занимайся тем, что тебе нравится, ходи, и жизнь твоя станет счастливее. Будь ближе к семье и друзьям. Действительно, близкие отношения – это то, что делает человека счастливым. Поэтому на это не нужно жалеть времени, нужно уделять этому времени, посвящать этому время. И подумай прямо сегодня, что хорошего ты смог бы сделать своим близким, своей семье, маме, папе, бабушке, дедушке, братишке или сестренке, или однокласснику, или своему любимому учителю. Подумай, тебе всегда есть чем поделиться, ведь у тебя есть руки, у тебя есть улыбка, у тебя есть глаза. Помогай другим. Это абсолютная формула счастья, потому что только живя ради других, человек способен быть счастливым. Только отдавая, только созидая что-то и веря во что-то большее, чем он сам, человек способен достичь подлинного счастья. Меньше смотреть телевизор. Очень хороший совет. Почему? Потому что, когда мы смотрим телевизор, то мы, во-первых, тратим время, которое мы могли бы потратить на свое развитие, на свою семью, да, на свое хобби, просто на то, чтобы выйти на улицу и увидеть, как прекрасен этот мир. А потом, когда мы смотрим с вами фильмы, да, зависаем в Инстаграме, в ТикТоке, мы начинаем сравнивать себя с кем-то. Да? У кого-то лучше iPhone, у кого-то там круче, что, я не знаю, там, что может быть круче, да. То есть, когда мы сравниваем, это повод для беспокойства, это повод для сомнений, это повод для утраты веры в себя, это опять-таки повод спуститься на вот эту самую материальную ступень, да, счастья, и, ну, как бы, там счастья нет, поэтому меньше смотрите телевизор, меньше расстраивайтесь, меньше сравнивайте себя с другими людьми, заглядывайте вглубь себя. Посмотри страхом в глаза. Действительно, там, где страшно, это значит твоя зона роста. То, что у тебя сейчас не получается, это то, на что нужно обратить внимание. За то, что тебя критикуют, может стать самой сильной твоей стороной. Поэтому посмотри в глаза своим страхом, и там ты найдешь зону своего развития. Слушай свое сердце. Действительно, сердце – это очень важный орган у человека. Именно там располагаются счастье, именно там располагается наша душа, именно там находятся ответы на все вопросы, которые есть. Самое интересное, ты уже все знаешь об этой жизни, просто иногда нужно прислушаться к себе. Ну и давайте повторим то, о чем мы сегодня говорили. Пожалуйста, попробуйте ответить на вот эти вопросы. Самые счастливые люди – это те, кто, когда человек счастлив, чтобы стать счастливым человеком, нужно. Итак, Гарвард или БГПУ, если ты хочешь дальше продолжить разговор о счастье и научиться быть счастливым не только самому, но и сделать счастливыми людей, с которыми ты будешь общаться по жизни, добро пожаловать в БГПУ, в Институт педагогики, на направление психолого-педагогическое образование, направленность психология и социальная педагогика. Именно здесь я, Трофимова Екатерина Владимировна, читаю спецкурс «Рефлексологический подход в социально-педагогической деятельности». Благодарю за внимание. Будьте счастливы.